Сегодняшнее заседание Чугурку-Кенеша начиналось изначально с небольшой интриги. Все пришедшие на это заседание не знали, что они будут обсуждать, как СМИ, так и сами депутаты. Собственно, в повестке изначально числились какие-то вопросы, и только потом в них стали вносить дополнения. Касательно первого вопроса, который как раз-таки депутаты были готовы рассмотреть, и не было никого против, это вопрос об отставке генерального прокурора Откурбека Джамшитова. Следующий вопрос касался присяги новых членов парламента. Собственно говоря, коллеги были рады принять еще двух депутатов, которые впоследствии принесли все-таки присягу. А вот два других вопроса вызвали очень бурное обсуждение. Первый из них касался рассмотрения поправок в выборное законодательство, и еще один – назначение президентских выборов. Здесь как раз-таки мнения разделились, когда одни депутаты говорили, что нет смысла вообще рассматривать какие-либо поправки, потому что вопрос должен стоять вообще о референдуме. Другие же настаивали, что сегодня уже дата выборов парламентских назначена, а значит, нужно действовать здесь и сейчас, так как закон предусматривает определенные сроки. И для того, чтобы уже предстоящие выборы проходили по новым правилам, депутатам следует сегодня срочно рассмотреть предложение. Законопроект представил Алтынбек Сулайманов. Насколько вам известно, мы внесли предложение о пороге, снижении залога и отмене формы 2. Мы просим внести рассмотрение этого законопроекта в повестку. Если мы не рассмотрим, то повторные выборы 20 декабря пройдут по прежним правилам и могут повториться те же протестные события. Как мы можем работать, если ни табло, ни информацию не раздали? Вы поставили нас перед фактом. Вы говорите, что проводили консультации, а мы понятия не имеем то, что предлагают обсуждать. Нужно прекращать собираться по 3 человек и что-то решать. Я за снижение порога, но все должно идти по закону, по регламенту. 3 чтения во фракции и комитете. Должны проходить общественные слушания, чтобы народ высказал свое мнение. Вы же знаете, все разбито. Работать негде. Депутаты еле собираются. ЦИК назначил выборы. Они выполняют все по закону, свою работу. Я вчера участвовал в круглом столе. Все говорят о 3 главных недостатках. Мы все говорим и ничего не делаем. По тем выборам мы виноваты, что приняли 7% и форму 2 оставили. Вы же знаете, никого из нас не хотят видеть в новом парламенте. Давайте выполним свою миссию и исправим ошибки, чтобы прошли и конкурентные выборы, и молодежь пришла. У нас нет президента, есть исполняющие обязанности, а референдум в таких случаях не проводится. Это первое. Вы видели вообще проект конституционной реформы? Это очень долгий процесс и требует минимум полгода. Послушайте мнение и наших, и международных юристов. Народ просил не референдум, люди просили чистые выборы. Слова о референдуме, хочу отметить, не раз приводили нашу страну к политическим кризисам. И я боюсь, что подобные политические игры и в этот раз могут спровоцировать очередной виток кризиса. Я думаю, никто этого не хочет. Ни внутри страны, ни на международной арене, потому что мы должны войти в легитимное поле, мы теряем доверие стремительно. Трагедия политической элиты в том, что когда она добирается до власти, они полагают, что она теперь должна работать на них. Все наши президенты начинали менять конституцию под себя. Сторонники Джапарова должны это помнить. В Грузии был момент с высоким порогом, и там были митинги. Порог снизили, и воцарилось спокойствие. Конституция только сейчас начала работать. В чем будет заключаться референдум? Что мы будем менять? Сейчас время поддержать поправки в выборное законодательство. Если мы хотим выйти из ситуации, мы должны соблюдать законы. По закону все начинается с присяги и клятвы. Правительство ее до сих пор не принесло. А ведь так они дают обязательство не нарушать закон. Правила. Это важно. Я был в тюрьме, и там были правила. Если ты их нарушаешь, позор. Мы должны назначить президентские выборы. Если нет, на 8-й день они назначаются уже автоматически. А мы опозоримся. У нас сейчас задача, и есть время провести парламентские выборы. И этот ЖК потом уже будет делать и конституционную реформу и прочее. Но некоторые тут не обращают внимания на Конституцию и требуют референдум, прикрываясь народом. Но надо думать, у нас будет даже не как в Казахстане, а как в Туркменистане. Все будем кланяться. Есть те, кто так хочет. И это быстро случится, год или 2. Как говорится, надо советоваться, но прежде всего надо сохранить открытость. В Конституции есть недостатки. Их нужно устранять, но не сейчас. Тут говорят, ЦИК надо распустить. Они не остановили подкуп. А кто делал этот подкуп? Разве не мы с вами? Почему мы себя не остановили? ЦИК-то писал в МВД. В органы говорили о нарушениях, но их 12 человек, и у них нет полномочий. Президент потом признал ошибку, ушел. То правительство ушло, а мы свою ответственность признаем, сроки почти вышли, и нам нужно рассмотреть этот вопрос.
Вопрос о поправках, наконец, был поставлен на голосование, и 73 депутата поддержали идею, чтобы он, наконец, оказался в повестке. Собственно говоря, еще раз напомню, что Алтынбек Сулайманов предлагает, согласно этому законопроекту, снижение избирательного порога до 3%, снижение избирательного залога до 1 миллиона и отмену формы 2. По большому счету, все депутаты поддерживают идею снижения порога. Однако, как уже после выявилось в ходе обсуждения, как раз-таки позиция в 3% многих смущала. Уже кто-то стал говорить о том, что нужно его, этот порог, установить на уровне 5%, другие на уровне 4%. Ну а, собственно говоря, остальные пункты их не смущали. Только у многих возникли и другие дополнения, которые они также хотели внести в этот законопроект. Президент кетти. Не думайте, президент ушел и правительство ушло, а вы останетесь. Из всех присутствующих максимум 10 человек могут пойти снова на выборы, те, кто реально на пользу работал. 100 из 120 снова шли на выборы. Все виноватые в том, что произошло, не должны идти на выборы. Концепция должна быть изменена. Вы думаете, если эти 3% сделаете, все снова не повторится. Мы не должны сразу принимать в 3 чтениях. Нужны обсуждения, и уважать вы должны мнение других депутатов. Должны были пройти общественные слушания, но их не было. Почему вы применяете двойные стандарты? Садыр Джапаров тоже об этом говорит. Когда кандидатуру премьер-министра рассматривали без комитетов и фракций сразу, тогда забыли обо всех нормах регламента. А когда закон для народа, тогда все вспомнили про все чтения. Тогда и те решения давайте отменим. Они же не по регламенту принимались. Такую небольшую критику, ну и соответствующие дополнения, о которых говорили народные избранники, инициаторы законопроекта, даже оценили как некоторый демарш со стороны коллег, ну или даже проявление мести вроде бы как. Но, тем не менее, большинство депутатов концепцию этого законопроекта в первом чтении приняли и решили, что обсуждение его продолжит уже после обеда. Собственно, собраться получилось уже после 5 часов вечера, ну и сразу приняться за него тоже, увы, не вышло, потому что первой темой продолжения этого заседания стало обсуждение кандидатуры нового генерального прокурора. И поправки в выборное законодательство снова были отодвинуты. Елена Яковлева, Владимир Кулбалдиев, НТС.